чтобы они физически развивались, посещали всякие курсы, танцы, даже элементарно игрались во дворе. Физического времяпрепровождения у меня получается как бы меньше в связи с тем, что у меня вахтовый метод работы. И я, как правило, то есть полгода провожу дома и полгода за пределами дома. Поэтому как бы моя супруга, она берет на себя это бремя. Я училась в Китае, и потом Мирбек приехал на день рождения его друга, китайца, в другой город. Потом он оттуда мне позвонил, мы как бы до этого по интернету только были знакомы. Он прилетел, мы там познакомились, были где-то 2 дня вместе. Потом он улетел в Корею, он учился в Корее тогда. Вот. Потом тем же летом как бы мы оба оканчивали и вернулись в Кыргызстан. Когда вернулись, мы познакомили наших родителей и решили пожениться. Синер қантет? Дейді екен, ә? Қарашы, desert деген тұрады тұр, desert. Бұл деген wolf екен, ә? Wolf. Wolf қантет? Ау, дейді, wolf. Ана duck кетіп тұрады тұр, кішінекей duck. Ляля, молодец. А ты завтра уедешь, завтра же четверг. Четверг у нас такой и радостный, и грустный день, потому что он в четверг приезжает и в четверг уезжает. Они на нем виснут, прям до ночи не спят. Вот, а утром он рано-рано уезжает, он рано встает, я его провожаю. И мы ждем четверга следующего. А потом я говорю, что еще неделя осталась, и мы ждем следующего четверга. Он часто звонит по телефону, мы общаемся через WhatsApp, мы там пишем наши голосовые сообщения, дети сами пишут, а потом через скайп по интернету. Оу, привет, Ю, привет. Вот мы так разговариваем с моей младшей дочкой. Ой, молодец. Walking through the jungle. Как живет Таня? Как живет Таня? А, Таня живет. Как живет? Вот у нас в компании для сотрудников созданы все условия. То есть полноценный труд, безопасный труд, хорошо вознаграждаемый труд, замечательное питание. К счастью, есть интернет, да, такое достижение. И вот время отсутствия наше с семьей, да, вот как бы, когда мы не находимся вместе с семьей, она полностью вознаграждается. Она как бы в разы вознаграждается. В списке еще есть замена фильтров гидравлического масла в баке. Во время ПМа выполняли, да, его? Гидравлический бак у нас. Ага. Вот крышки открываем и меняем гидравлические фильтра. При этом мы масло же тоже промываем, да? Через очистку пропускаем. У нас, Автономная фильтрация. Да. Все. Замена фильтров выполнена, я напишу тогда. Что меняем? Коронки меняем, да? Коронки меняем, шоколадки меняем, вот видишь, пластины меняем. Мы проводим планово-предупредительные работы на месте, сжатые сроки. Вот. И для такой компании, как наша, которая руководствуется самыми безопасными методами работы, безопасность для нас превыше всего. Безопасность персонала, безопасность окружающей среды, чистота окружающей среды и ее сохранность. Планово-предупредительный ремонт, именно как бы имя говорит само за себя, название говорит само за себя. Мы планируем и пытаемся этими мерами предотвратить поломку, которая может причинить, допустим, еще больший ущерб. Да? Согласно спецификациям производителя, допустим, на ту или иную деталь, запасную часть предусматривается какое-то количество часов
То есть они гарантируют, допустим, энная какая-то деталь работает 10 тысяч часов. И мы не должны проскочить эти 10 тысяч часов, так как уже гарантировано, что если мы по достижению этого времени меняем эту запасную часть, то техника без дальнейших поломок и сопутствующих других поломок может как бы бесперебойно обеспечивать производство. В горном, скажем, деле, да, простой техники это как бы нечто неприемлемое. Здравствуйте. Это наш отдел плановый. Прошу вас. Это мое новое рабочее место. Я продолжаю работать в том же отделе, в котором я работал, только моя предыдущая обязанность предусматривала переводы. Разумеется, технические переводы, так как отдел относится к техническому обслуживанию. Каждый планер здесь, в нашем отделе, отвечает за тот или иной вид техники. Вот в частности, я отвечаю за экскаватор, и моя работа заключается в наблюдении, подготовка, отправка запасных частей. Наша компания очень много обращает внимания на талантливых наших сотрудников и всегда поощряет, мотивирует и дает толчок, стимулирует для дальнейшего роста. Его руководство всячески старается его поддерживать. Вот он проявил инициативу, что он хочет как бы получить второе образование. Они его поддержали, выделяют ему финансы. Вот, и выделяют ему даже время. Когда мы только приехали, у нас был культурный шок, мы с мужем около 8 лет здесь не были, вот, я тоже. Но мы привыкли, потому что здесь выросли наши дети, здесь наши родители, дедушки, бабушки, мы хотим остаться здесь. Недавно мы участвовали в одном мероприятии, которое организовывали для семей, то есть именно предусматривалось, согласно правилам, чтобы все члены семьи были вовлечены в рисование. Нам сообщили о том, что да, мы являемся призерами. Награждается семья Хурманбаева за занятое первое место. Give me five. High five. Первое место получили. Ура! Да.